Сәлеметсіздер қауымды көндіріп ТВ және біз істейміз. Бізде бүгінгі Fire Love бізде 4-ші бөлім және біз әрі қарай жалғастыратын боламыз. Құрметті көрермендер, 1, 2, 3, 4. Так, бізде 3-ші главасы бой дейді. Давай бой, айқасымыз, төбелес, бастаймыз. На следующий день утро, второй день в школе, Евелина должна встретить Райну у остановки в 8:30. Да? Так, Райн. Буксундемит. Уже 8:32, она опаздывает. Райан стоял у автобусной остановки и ожидания Евелины. Спустя пару минут Евелина в тропинках появился у остановки. Опаздываешь? Извини, я не знаю. Помогла папе кое-что. Вчера поздно заснула и поэтому не успела все сделать вовремя. Перед сном думала о всем, что вчера случилось. И у меня смешанные чувства. Мне очень нравится, что происходит со мной. Вот это тренировки и то, что мы с тобой познакомились. Но я волнуюсь насчет тренировок. У нас там что-то вроде команды. Вдруг я буду там лишнее и ничего не умею, и вдруг будет мешать все остальным. Ясно. Не бойся, все будет хорошо. У всех такое бывает, но со временем приходит. Но я уже вправду могу мешать остальным. Слушай, ни одном человек не приходит в тренировки с навыками или в какой-то шикарной физической форме. Все нормально, члены клуба знают, что ты новенький и будет относиться с пониманием. Поэтому твой страх и ересь. Идем, опаздываем в школу. Райан пошел в школу. Эвелина шла рядом, стараясь держаться ближе к нему. Хей, Райан, что? Ничего, просто хотел тебя услышать. Боже. Спустя несколько секунд. Хей, Райан, что? Это все справду. Я уже не сплю, да? Да. Ты насчет счастлива. Тренировки выжмут из тебя соки. Рано не радуйся. Но у меня появился друг, с которым мы почти полдня проводим вместе. Разве это уже не повод для радости? Ладно, как скажешь. Спустя еще несколько секунд. Я вижу, что ты хочешь что-то сказать. Не буду. Я чувствую, что надоело тебе. Я разрешаю, можешь говорить. Вчера ты сказал, что дерешься за деньги. Звучит грубо, но да. А много платит за бой? Просто, как я понял, это рискованное дело. Может и пострадать? Но платит всем по-разному. Это по большой части зависит от популярности бойца. Наши бои проводятся организацией, которую у нас принято называть промоушен, организовать ММА карт. Карт — это событие, состояние обычно из 11 боев по правилам ММА. В каждом бою по 2 бойца, то есть за вечер пускает 22 бойца. В основном бой проводится субботой вечером, как развлечение на выходных. Кто-то в выходных ходит в кино, парк, а кто-то на бой. Проще говоря, это просто вечер боев. На какой-то карт боев продаются билеты и платные трансляции. Промоушен зарабатывает на этом деньги, и этих денег платит бойцам сумму, о которой договорились заранее. Успех одного такого карта зависит от популярности бойцов, которые на нем выступают. Популярные бойцы продают большое билетов и платные трансляции. Так что и мой заработок напрямую зависит от моей популярности. Вау, это прямо серьезный бизнес. А сколько ты уже заработал? Все это у меня было 3 боя.
За первый бой я получил очень мало, примерно $400. Но и моя популярность по чуть-чуть растет, и в свой последний бой я получил $2200. Это просто бакс. Это шикарненько. Это красавелла. Популярные бойцы получают много, самые популярные дерутся за 10-20 миллионов долларов. Ема. Столько денег за один вечер? Но не совсем. Подготовка в каждом бою стоит денег. И чем дальше двигается твоя карьера, тем дороже это стоит. Бойцу надо платить своей команде, которая его говорит в бою, тренажер, помощникам, менеджерам и прочим. В среднем подготовка к бою длится 3 месяца. У таких мелких бойцов, как я, особо нет команды, но и популярных боев бывает до 20-30 человек для каждого боя. Когда у меня приходит моя бой, со мной только тренер. Кстати, часть денег из-за последние $2200 я отдаю тренеру за помощь. Это так интересно. Да, согласен. Мне это нравится. Увидишь, в будущем я буду драться за 10 миллионов долларов. И на мой бой будет ходить тысячи людей. Молодец. Ты говоришь, что готовишься к боям по 3 месяца, да? А сейчас ты готовишься? Готов у тебя будет следующий бой? Сейчас у меня нет назначенного боя. Последний раз я дрался месяц назад, потом я отдыхал. Тренер занимается моим делом с боями. Он уже ищет мне новый бой. Как только мне начнет бой, я сажусь на диету и начну тренироваться больше. Но ты же и так каждый день тренируешься. Куда еще больше? Обычно я тренируюсь 1 раз в день. В месяце подготовка у меня 2 тренировки в день. Утренние и вечерные. Правда, из-за школы у меня получается не утренняя, а дневная. Кстати, насчет школы. Райан и Евелина уже почти дошли до школы. Что, если Агата и правда будет меня ждать? Как я сказал вчера, не бойся, я рядом. Когда меня нет, не показывайся. Кстати, ты взял форму? После уроков сразу едем на тренировку. Да, взял. Я не могу про такое забыть. Прекрасно. То есть мне бы быть рядом с тобой, когда будем заходить. Нет, тогда будем выглядеть как парочка. Ты зайдешь первая, я буду иди сзади. Если что-то случится, я вмешиваюсь. А может, я хочу, чтобы ты выглядела как парочка. Ты, правда, лучше заходит отдельно. А давай. А может, я хочу, чтобы мы выглядели как парочка. Много хочешь? Ладно, почти пришли. Идем. Делаем так, как задумали. 8:55. Бізде уже бұндай уақытта сабақ басталып кетеді негізі мектепте. 8-де басталады негізі сабақтар. Қазақстан бойынша школа. Елена вошла в школу, все было как обычно. Ученики общались, занимались своими делами, вели себя так, как будто вчера ничего не бывало. Агата, видимо, не было. Кажется, все хорошо. Стоит быстро пойти в класс. Хорошо, что я не учусь с ней вместе. Только видно сделала шаг, как из-за угла показался Агата. Девушка заметила друг друга. Агата с озлобленным лицом направился в сторону Евелины. Евелина испугалась. Обойтись без стычки не получилось. Агата приходила все ближе, разговаривая, она не собирался. Замахнувшись рукой, Агата уже почти подошла к Евелине, но неожиданно остановилась. Евелина, все уже барлық уже көзбен атысып жатыр. Он не будет всегда рядом с тобой, чтобы защищать тебя. Буду, если понадобится. Ну а вообще,
Передавая привет своему парню, наверное, понравился вчера на полу валяться. Не думаю, что ты такой непобедимый. Я знаю, если хочешь увидеть, как меня избивают, покупай билет на мой следующий бой. Может, тебе повезет, и я проиграю. Хотя я никогда не проиграю. Дикарь, иди отсюда, плакса. Злая и ворчливая Агата пошла дальше, оставив Елену в покое. Все так быстро закончилось? Ну да, а ты чего ожидала? Я думал, она снова заставит своего парня с тобой драться. Не бойся, пока я рядом, все будет хорошо. Евелин, сам того не понимая, кинулся обнимать Райана. Спасибо. Райан аккуратно оттолкнул Евелину. Отстань, тут куча народу. Окружающий оборачивался на Евелину и Райана. Кто-то даже посмеялся. В любом случае, спасибо. Урок скоро начнется, иди в свой класс. Помни, без меня не светись. После уроков сразу идем в зал. Поняла. До встречи. Поняла. 12:40. После уроков. Занятие окончилось. Евелина вошла в классы. Пора на тренировку, надо найти Райана. Евелина отправилась к классу, где должна была проходить последнее занятие Райана. Почти ближе к кабинету Евелина увидела Райана, разговаривающего с Зак. Райан. О боже, хоть бы они снова не подрались. Видел твой последний бой? Ты вправду хорош. Спасибо. Правда, твои мимы это последний ирис. Бокс вот настоящий спорт, а ММА это просто варварство. Ну, может быть, думаю, самое главное то, кто он в конце валяться на земле. Да, в чем-то ты прав. Ты не выглядишь как плохой парень. Немного противный, но все же неплохой. Ну так, я не стремился быть плохим. Тогда почему ты с ней водишься с блондинкой? Ты же прекрасно понимаешь, что она соврала вчера тебя. Эта блонда первая докапалась до бедолаги. Да, я знаю. Тогда почему ты с ней водишься с блондинкой? У Агаты есть как плохие качества, так и хорошие. Правда, хорошие, но не всем показывает, но они есть. И это повод из-за него валяться на полу. Ну, я не всегда валяюсь на полу, ты первый случай. Но вообще я вижу, что в глубине души она хорошая. Мне это достаточно. У каждого своего демоны. У нее есть свой. У тебя и уверен. То, что есть. Вот дебил. Ладно, извини. За вчерашний я поговорю с Агатой, чтобы вчерашнее не повторилось больше. Ничего не обещаю, у нее сложный характер, но поговорю. Хорошо. До завтра. Удачи в следующем бою. Спасибо, до завтра. Зак попрощался с Райаном и пошел дальше. Евелина подошла к Райану. Привет. Мы виделись на прошлой перемене. Я знаю. Ладно. Привет. Это была парень Агата, да? Да. Но вы же с ним дрались вчера, а сегодня разговариваете так, как будто ничего не бывало. Ну, такое же тоже бывает. Он был слишком вежливым по сравнению с вчерашним. Да, ты сам слышала, что он сказал про Агату. Кажется, он еще любит она, и она его пользуется. Не знаю, может, он прав, у всех свои демоны. Может, то, что она делает с тобой, не без причины? А у тебя есть свой демон? Демоны? Думаю, да. Хотя ты задаешь слишком много вопросов. Нам пора, скоро придет автобус. Идем. Идем. 13:10. Евелина и Райан зашли в автобус. Райан сел у окна, а Евелина рядом. Думаю, Агата
отстанет от тебя, если его парень и вправду с ней поговорить. Может, тогда и тренироваться не надо будет. Во-первых, я не верю, что Агата перестанет. А во-вторых, я буду ходить на тренировки и не из-за Агаты, а потому что хочу быть такой, как ты. Какой? Уверенный в себе, сильный в всех возможных смыслах. А с чего ты решила, что я уверен в себе? Когда к тебе пошел драться Зак, ты даже не дрогнул. Думаю, надо быть сильным, уверенным в себе, чтобы так не бояться. А вдруг я сильно боялся, но не показывал это. Неправда. Когда ты рядом, я чувствую твой характер. А просто хороший актер. Ты не актер, ты боец. Ладно, ты ела сегодня что-нибудь? Только позавтракала. Хорошо, я обычно не обедаю, думаю, тебе приходится так же. Хотя в плане диета и прочее лучше слушать тренера. Кстати, тренера не было в тот раз. Да, у старпера за день до этого было день рождения. Видимо, он его отпраздновал. Я думаю, а может, я ему не понравлюсь, и она выгонит меня. Вообще такое возможно, но я не думаю, что он сделает так. Эй, бляха. В общем, выгнал его заслуженно, а тебя выгонит, причинит. Расскажи что-нибудь про него. Ну, он немного псих, совсем чуть-чуть. Хотя нет, он настоящий псих. А хотя, думаю, он псих, когда дело касается боев. А также не знаю. В общем, лучше увидеть самой. Но ты это, главное, не бойся его. А он знает, что я приду. Да, я написал ему сообщение, и Лилия должна была рассказать. Хорошо. Появились молчания, автобус подъезжала в центр города, Райан смотрела в окно, а Эвелина в Райана. А ты сказала папе? О чем? Ну, обо всем, что вчера случилось. Насчет Агаты и драки? Нет. Я только сказала, что хожу теперь на тренировку. И что он сказал ей? Сказал, что могу делать все, что мне нравится. У тебя свободная жизнь. Много родителей сильно контролируют детей, а тебе разрешают. Лучше бы запретили. Почему? Ему просто нет дела. Уверена, она даже не поняла, о чем я говорила. Он думает только о выпивке. В контроле есть забота. Это лучше, чем безразличие. Ну да, согласен. Автобус доехал до остановки рядом с залом. Идем, клуб потерянных ждет. Ну чё? No pain, no gain. 13:58. Эвелина и Райан зашли в зал. В зале не было никого, кроме взрослого мужчины, сидящего в самом конце зала, лежащие на полу боксерские груши. Вон, это тренер, идем. Хорошо. Тренер сидела, копалась в своем телефоне, не обращал внимания на окружение. Райан подошел к тренеру. Волнулась, Эвелина стояла сзади немного, прячась за ней Райана. Тренер заметил Райана и поднял голову. Райан? Бляха. Спортик. Характер-то смеется. Соскону. Тренер. Добрый день, тренер. И чё молчим? Знаешь, сколько сейчас время? 14:00. Вранье. 14:09. 02. Тупить этот текста. Знаешь, что это значит? Я опоздал? Да, знаешь, что за это будет? 30 отжиманий. Обычно да. Но сегодня я добрый, прощаю тебя. Спасибо, тренер. Но еще же никогда нет. Все группа будет так наказана? У всех тренировка начнется на 14:30, а у меня 14:00. Как профессиональный боец я должен
приходить раньше. Тренер заметил Эвелину странным, подозрительным взглядом. Он начал его обсматривать. Эй, пацан. Да, тренер? Это ты девушка? Молодец. Я уже начал думать, что ты по мальчикам. Очень смешно, тренер. Это о ней. Ты мне говорил? Да. Побитая бедолага с новой школой. Хочет научиться защитой себе. Молодец. Решается на перемены уже полдела. Как тебя зовут, девочка? Эвелина. Хорошо, называю меня просто тренер. Подойди ближе и покрутись. Эвелина подошла поближе и начала крутиться. Тренер обсмотрел его с перезрением. Боже, какая худая. Ты когда-нибудь занимался спортом? Когда-то с мамой ходила в бассейн, но не более. Сколько раз в день ешь? 3 раза. Завтрак, обед, ужин. Вранье. По тебе видно, что ты еще не более 2 раза в день, а может и вообще 1. Ну, иногда бывает и такое. Я понял твой мотив, что ты хочешь не давать себя в обиду. Это все равно очень хорошо. У нас ползала таких ребят, но ты очень маленькая и худая. Боюсь, что ты даже если ты кого-то ударишь со своей силой, то мало что изменится. Я знаю, что мне не надо кушать больше, но не всего получается. Почему? И без слов пацана понятно, что у тебя какая-то проблема с семьей. Твои недоеданные, скорее всего, связано с этим. Так. Либо вы живете бедно, либо из-за нервов у тебя пропадает аппетит. Скажи мне честно, девочка, что из этого? Второе. Хорошо, молодец. Что не врешь. И молодец, что пришла в зал. Я буду тренировать тебя. Зал всегда рад таких, как ты. Но от тренировок не будет смысла, пока не начнешь кушать нормально. Ты очень низкая и худая. Если все пойдет хорошо, то ты вырастешь и станешь крепче. Спасибо, я обещаю, что буду кушать. Хорошо. Разобралась. И пацан. Мразь. И пацан, иди переодевайся. Легкие тренировки закончились. Пора браться серьезно за дело. Хорошо, тренер. Райан пошел в мужскую раздевалку, чтобы переодеться. Мне тоже переодеться? А ты взял форму? Да, рыжая девушка выдала мне вчера. Хорошо, вперед. Киимдерін көрсетемеді көрмеймін. 14:15. Спустя 5 минут. Я готов. Емана қазір. Так дейді Wolfcom дейді. Wolfcom типа. Welcome. Эвелина. Формасы қарап өзінше жасады. Нормально. Красавица, нормально. Райан. Что? Как я выгляжу? Как побитая в туалете бедолага. Придурок. Так, пацан, делай разминку. Надевай бинты с перчатками и иди работать на груши. А малявка посидит со мной, пока остальные не придут. Райан одел бойцовские перчатки, подошел к груше и начал бить его разными ударами. Тренер внимательно наблюдал за ним, параллельно общался с Эвелиной. Девочка, ты знаешь что-нибудь про ММА? Райан сказал, что ММА это смесь разных спортов по типу бокса и борьбы. Еще он сказал, что он профессиональный боец и дерется за деньги. Да, правильно. Только наш дебил еще и за бесплатно дерется. О чем вы? До того, как он прошел в новую, он учился в другой, более нормальной школе. Малолетнего придурка скучили за драку, не может хотя бы раз остаться в стороне. Ясно, не знал об этом. В общем, он не знает,
каких в отношениях, но я хочу, чтобы ты не давал ему драться вне клетки. Хотя мы бойцы, но в первую очередь мы спортсмены. Мы тренируемся не для того, чтобы ранить людей, а для самообороны и спортивного интереса. Если он продолжит драться вне спорта, у него отберут лицензию бойца, и она больше не сможет выступать. А что если она дерется, чтобы защитить кого-то? Не знаю. В любом случае надо пытаться решать конфликты разговором, а не насилием. Запомни и ты, когда научишься хоть как-то драться, не злоупотребляем этим. Я все лишь первый день тут, а вы уже уверены, что я чем-то научусь? Научишься, если реально хочешь научиться. Не оставляй места сомнениям. Внезапно тренер переключился на Райана. Эй, пацан, кто тебя учил так бить? Я не говорил бить локтями. Никто, тренер. Я смотрел бой на этих выходных, и там боец мейн-ивента так бил. Хочу так же. Это не вписывается в наш геймплан. Тренер, мне нужно развиваться. Но один боец не стал успешным насчет одного и того же геймплана. Вообще-то стал. Один, но ладно, ты прав. Тренирую локти. Спасибо, тренер. Извините, а что такое мейн-ивент и геймплан? Main event. Главный бой вчера. Пацан увидел, как профессиональный боец использует локти в бою и хочет также. Геймплан. Геймплан – это план бойца на бой. Какие-то бойцы рассчитывают победить с помощью бокса, какие-то с помощью борьбы. Чтобы повышать шансы на победу против каждого противника, надо придумывать отдельный геймплан, учитывая слабости и сильные стороны противника. Ого, все так серьезно. Конечно, когда два спортсмена, каждый из которых профи, в свое дело заходит в клетку и начинает драться, то победившего определяет каждой мелочи. Дверь в зал открылся, группы людей начали входить внутрь. Наконец-то! Всем привет, Лили. Лили с другими учениками пришли за тренировку. Все ходила по залу, здоровался с Райаном и тренером. Никто не пришедших, кроме Лили, и еще не знал Эвелину. О, ты пришла, ученик, умничка. Умничка, говорит. Ну, ничего. Лили подошла поздороваться с Эвелиной, а после провернулся и крикнула на весь зал. Ребята, это новенькая, о которой я вам говорила. Все хорошим познакомился с Эвелиной. Как ты неловко. Да ладно, обычное приветствие. Так, Райан, продолжай заниматься с грушей, а остальные строимся в ряд по росту. Все начался строиться, Эвелина оказался перед последней со стороны, так как было самый низкий. Ниже его более только мальчик лет 10-12. Слушаем и вникаем. Во-первых, у вас появилась новенькая девочка. Выйди и приветствуйся. Всем привет, меня зовут Эвелина. Я учусь в старшей школе вместе с Райаном. Прекрасно. Идем дальше. Во-вторых, у нас в городе планируется небольшой ММА-карт. Если кто-то из вас хочет попробовать себе в реальном бою, сообщите мне. Организаторы – мои хорошие знакомые, которые ищут новичков. Тренер, а есть новости по моему контракту? Сейчас сентябрь, а бы хотела провести бой в ноябре. Ноябре? Я говорила, что... Я говорила, что
промышуем и сказал готовиться на декабрь. Контракт пришлют на следующий месяц. Прекрасно. Думаю, у Райана тоже в это время будет бой. Будем вместе готовиться. Вообще-то нет. На пацана немного другие планы. Какие, тренер? Остаешься после тренировки, обсудим. Не отвлекайся от груши. У кого-то-нибудь есть вопросы? Все молчали. Прекрасно. Начнем тренировку. Тренировка начала. Все бегали круги по залу, которые делали разминку и растяжку. Евелина поспевала за всеми как могла. И все больше казалось, что она тут лишняя, но остальные подбадривали и помогали его как могли. Я не ожидала, все тут такие добрые. Ну да, а ты думала, что будет издеваться? Да. Если честно, то у нас было такие. Я про любителя издевательства. Но тренер выгнал их всех из-за них новым клиентам. Зала была у нас некомфортно. Тренировка должна быть чем-то приятнее, иначе никак. Тренировка продолжалась, тренер давал каждому персональные задания и упражнения, включая Эвелину. Но по нему было видно, что он дает приоритет Райану. Приоритет Райану. Некоторые в зале это не нравилось, но они понимали, почему все так. 16:10. Спустя 1 час и 20 минут. Тренировка почти закончилась. Все очень устали. Особенно Эвелина. Боже, я так устала. Не сомневаюсь, что понимаю свою первую тренировку. Это было ужасно. Я не могла ходить на следующий день, но есть и приятные моменты. Когда я пришла домой после первой тренировки, у меня был самый приятный сон в моей жизни. Тренировка окончилась. Перед уходом тренер сказал всем построиться по росту, как и в начале. Так, все сегодня еще молодцы. Кроме Лили, сегодня она много отдыхала. Если так продолжается, никакого боя в декабрь не будет. Простите, тренер, буду стараться. Не сомневаюсь. На сегодня все. Райан, останься. Остальные можете идти. До завтра, тренер. Тренер попросил Райана остаться, а я не могу идти без Райана. Я не знаю, мне уйти или остаться с Райаном. Спрошу у него. Все начали собраться и уходить, кроме Райана, Эвелина и тренера. Райан, мне уйти? Я могу подождать тебе на улице. Ну, как? Все. Просто если у вас какой-то личный разговор, я не хочу лезть. Оставьте, я не хочу тебе потом искать в полчаса. Но ты слишком много думаешь о фигне. Успокойся. Поговорим с тренером и домой. Я тоже устал сегодня. Райан и Эвелина, уж Эви, маскарад, Эви, подошли к тренеру. Тренер, что там за разговор? Тренер подозрительным взглядом посмотрел на Эвелину. Пацан, ты доверяющий? Ну, думаю, да. Хорошо, слушаю сюда. Ты же в курсе, что меня вчера не было в зале? Да, вы отметили день рождения, перебрали выпивки и потом отсыпались? И да, и нет. Скрывать не буду. И я, правду, позволю себе повеселиться. Но это не главное. Я встретил сотрудников одного промоушена. И у них есть для тебя предложение. Предложение рисковое, и ответ надо дать сегодня. Я слушаю. Короче, $5000 в бой. Весовая категория 66 килограмм.
Совсем все хорошо, но я не понял про оплату. Что слишком щедрые предложения. Да, и тут есть подвох. Это бой, на котором удивление. На коротком выделении. Что это значит? Помнишь, я говорила утром, что бойцам дают 2-3 месяца на подготовку в бою. Так вот, бой на коротком уведомлении значит, что бой будет уже скоро и времени на подготовку немного. В нашем случае нам предлагают бой через 3 недели. А это плохо? Да, за 3 недели тяжело войти в бойцовскую форму. Пацаны нужно будет сесть на сторожевую диету и тренироваться больше, чем обычно. И это все самое ужасное. Скорее всего, наш противник пошел полную подготовку к бою 3 месяца. Да, и у противника будет много мелких преимуществ. И мои шансы проиграть высокие. Поэтому нам предложили хорошие деньги, как бонус за выход на котором выделение. А что будет, если ты проиграешь, тебе не заплатят? Мне заплатят, но по-любому. Ну, в любом случае, но пацан сейчас непобеждаемый. У него рекорд 3-0. Ну, да. Что это значит рекорд? Рекорд это значит счет бойца ММА. Первая цифра означает количество побед, а второе поражение. Сейчас у меня 3 победы и 0 поражений. Я непобежденный. Факт того, что бойца еще никто не побеждал, очень помогает ему в карьере. Создает ощущение, что он настолько силен, что его невозможно победить. Если сейчас мы рискнем и погоним за хорошими деньгами и проиграем, это может отразиться на будущем пацана. Ханабек будет. Тогда, наверное, стоит отказаться. Можно же провести нормальный бой и за меньшие деньги. Да, но это решать не нам. Это карьера пацана и его решение. Что же скажешь, пацанчик? Давай. Я приму любое твое решение. Скажи нет, откажешь. Скажи да, сделаю все для победы. Но время не ждет. Решение нужно принять сейчас. Если я выйду на коротком удивлении, я выиграю, я стану очень крут. Да, ты не подготовленный, победил подготовленного противника. Фанаты спорта это оценят. Ты что думаешь, бедолага? Я в этом не разбираюсь, так что не думаю, что могу советовать. Но я не хочу, чтобы тебя побили. Эх, любовь. Я согласен. Уверен? Да, я не проиграю. Я стану величайшим бойцом ММА и истории. Величайший не должен бояться таких вызовов. Хорошо, но нам придется подготовить 2 тренировки в день, а тебе сесть на диету. Я готов, можете соглашаться. Сильное решение, пацан. Горжусь тобой. Тренер, обсудим ваш гонорар. Пацан, мы с тобой уже об этом говорили. После боя дашь мне сколько посчитаешь, я заслужил как тренер. Это твой денег будет. Будешь делать с ним то, что сам захочешь. Но у меня есть одна просьба. Какая? У нас нет команды, только я и ты. В неделю боя надо будет таскать твои вещи и много бегать. Я уже не молод, спина иногда побаливает, и бы хотела, чтобы мы наняли какого-нибудь помощника, который будет нам помогать на мелкие дела, где надо что-то принести, помочь или отнести. Согласен, у меня даже есть кандидат. Кандидат? Кто? Вот, побитая бедолага. Я? Да. Я не знаю, может, я не справлюсь? Справишься, это несложно, и заработаешь денег. Но у меня есть условия. Я заплачу тебе $500 после боя за работу.
Это деньги ты должен будешь потратить на себя. В смысле? Я знаю, что ты все деньги, которые еще тратишь на этот дом. Но эти деньги ты должна потратить на себя. Купить себе одежду, оплатить тренировки или что угодно. Главное, потратишь на себя. Я даже не знаю. Ладно, я тогда попрошу Агату. Уверен, она будет прекрасной помощницей. Агата тебе пошлет просто. Но я тебе поняла, я согласна. Это звучит очень интересно. Участвовать в таком лучшем, чем сидит дома без дела. Хорошо, тренер как устрашающий так, помощница. Да, вполне молодая и послушная. Само это. Жаль, что слабая. Сумки с экипировки бывают тяжелыми. Думаю, я справлюсь. Хорошо, значит, команда для подготовки к бою готова? Обсудим детали подготовки завтра. Сегодня твой последний день отдыха, пацан. Все поняли? Да. Ага. Прекрасно. До завтра, молодежь. Глава окончен. Райан получил контракт на бой, а Эвелина работает. И интересный опыт. Интересно, в чем все это приведет? Дейді құрметті көрермендер, біз осымен өзіміздің видеомызды аяқтаймыз. Видеоға жіберген жасылыңыздар. Ссылка в описании. Сабыр жібересіз. Жүздеріңіз болыңыздар. Ысқы ауыз ашылып жатыр. О май гад.